Двухлетняя Карина сейчас много играет и хорошо кушает. Неделю назад ее жизнь была под угрозой. Она проглотила опасный предмет. По словам мамы, и представить не могли, что это окажется батарейка. До последнего думали, что ничего не могла что-то она проглотить, потому что дома нигде что ничего такого не лежит на виду. Вместе проглотила она ориентировочно 8-9 вечера. Симптомы у нее пошли где-то ближе к 12. Сильные уже симптомы. Отделение пошло у нас сильное. Вызвали скорую, их доставили во вторую детскую городскую поликлинику и сразу на операционный стол. Хирурги извлекли из пищевода девочки круглую батарейку. Она начала окисляться, и вещество повредило ткани. Здесь все было сделано как положено. Инородное тело извлекли, но сейчас как раз ребенок проходит этапное лечение. Какие-то прогнозы делать сейчас это абсолютно бесперспективно. То есть мы будем работать с тем, что будет в дальнейшем. Чтобы достать батарейку, врачи использовали эндоскопические щипцы и вытащили через рот. Если бы она пробыла в пищеводе дольше, то это привело бы к необратимым последствиям, вплоть до удаления пищевода, говорит хирург. Вот монета, которая застревает в пищеводе. В этот же день в больницу поступил годовалый мальчик. В его пищеводе застряла монета. Хирурги достали и спасли малыша. Очень мощные магнитные поля. А эти магнитные шарики Алексей Спиридонов извлек из брюшной полости 4-летнего ребенка 3 года назад. До сих пор хранит. Соединившись внутри, они сдавливали органы и привели бы к нарушению кровообращения и воспалительным процессам. Ребенок глотает все, то есть он берет в рот все, что у него есть в зоне его доступа, тянет в рот, глотает. Это бывают и булавки, иногда они раскрываются, то есть это тоже оперативное вмешательство очень сложное. На полу не должно быть вообще ничего, ни химических никаких реактивов, то есть ни чистящих средств, которые ребенок может лизнуть, выпить и так далее. Никаких вещей, которые он может быть проглотить. Врачи настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра. Медики сделают все от них зависящее, но не всегда родители могут оперативно довести ребенка до спасителей. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск.